Ну, формально я считаюсь директором климатической программы ВВФ России, но уже довольно давно я пенсионер, а теперь я работаю на полставки только, ну, ввиду возраста. И фактически я нечто такой некий пенсионер-консультант, работающий на полставки по всему спектру климатических вопросов, поэтому и программу слова энергетики убрали, чтобы не было, так сказать, разночтений. И работаю формально как бы на все ВВФ, да, но реально где-то наполовину на ВВФ России, наполовину на Центральноазиатскую программу ВВФ. Офис находится в Алма-Ате, офис очень небольшой, там 5 человек всего, программа развивается, есть так называемый как бы флаговый проект, это восстановить экосистему дельты Икиили, вплоть до того, что выпустить когда-нибудь туда тигра, ну сначала растительность, потом копытный, потом тигр. Вот. Но даже если до тигра дело не дойдет, восстановить экосистему, это, конечно, очень важное дело, даже если на копытных дело, и волк там, естественно, ограничится. Ну и, полагаю, работать и дальше, где-то, так сказать, четверть времени на Центральноазиатскую программу, четверть времени, ну а половину времени, наверное, жить на севере России, где я обычно живу. Второй такой небольшой корректировка. Ну, формально я, конечно, лауреат Нобелевской премии, но только на 1/6000, поскольку получила эту премию межправительственная группа экспертов по изменению климата, и всех экспертов, кто были ведущими экспертами до 2007 года, а я с 1987 по 2007 как раз 20 лет исполнилось тогда. Ну, им всем вручили торжественную грамоту и право называться премия мира. Премия мира. Ну, вот сейчас мне как-то особо тепло, что это именно мира, потому что сейчас это очень важно. Ну и третье и последнее, перед тем, как суть, я немножко про КЭН. КЭН действительно это уникальное как бы изделие или организация. И, ну да, она призвана помогать участвовать в работе РКИК-ООН, там, но, вы знаете, это еще и площадка, куда вы можете просто, будучи членом КЭН, вбросить вопрос, и вы обязательно получите ответ. И ответ достаточно квалифицированный. Да. Это уже, я думаю, очень важно, даже если вы понимаете, что никогда никакую конференцию не поедете, поскольку там ни денег или ни здоровья, либо там еще какие-то другие причины организационного типа. Так, теперь давайте переходим к результаты Центральноазиатской конференции. Значит, конференция была в Душанбе 3 дня, потому что первый день был посвящен работе с прессой и очень хорошо был как раз организован, и об этом тоже немножко пойдет речь. Но вот в качестве, чтобы вам как-то было немножко веселее, вот начинаю читать. 5-я Центральноазиатская конференция, проводил ее РЭЦ, региональный экологический центр, он в Алма-Ате, но он как бы был в основном организационные функции. И Зафар подчеркивал, директор центра, что у нас тут организация, но, конечно, касались и смысловых, хотя, конечно, в основном на них ложились организационные, включая и организацию участия официальных делегаций всех 5 стран в конференциях, но именно организацию, то есть, скажем, чтобы был там павильон обязательно, или какие-то мероприятия, а не то, что говорится на мероприятии. Это большая разница. Но вот читаю 3-ю строку и вижу, что это в рамках проекта, финансируемого Всемирным банком, программа по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий и так далее, и так далее. Вот это все равно, что написать программа по адаптации и адаптации. Это чего? Вот зачем мы вот этот великий труд делали и издавали? Потому что смягчение последствий – это адаптация. В английском звучало так: adaptation and mitigation. Вот mitigation перевели они смягчение последствий. Как-то так смягчение изменения климата, наверное, им показалось странно. И допустили ошибку. Так что глоссарий очень даже нужен. Ну, про работу со СМИ скажу несколько позже, так просто будет несколько логично. Да? А так, задачей конференции, ну, прежде всего, наверное, было все-таки это просветительская задача. Дать возможность людям, прежде всего из Таджикистана, их было большинство, их было где-то, ну, в сумме было где-то человек 300-400, я думаю. Просто хотя бы понять, о чем идет речь. Потому что люди часто не отличают mitigation от adaptation, вообще как-то так это все путается в головах. Наверное, это все-таки была главная задача, и думаю, что она выполнена, потому что подробные, квалифицированные были представлены доклады
большинство из них на таком доходчивом и понятном уровне, это правильно было. Второе – это помочь участвовать в следующей конференции сторон Конвенции по климату. Она будет в Дубае в декабре. Вот. Но это больше, так сказать, более узкая задача. Ну и, конечно, это место встречи. Это место встречи. Место встречи и старых друзей, и место встречи любого участника с кем-то из властимущих. Вы, наверное, знаете, что вот одно дело, когда вы заходите в кабинет какого-то, так сказать, высокого руководства, это одни отношения. Когда вы просто с чашкой кофе подходите и говорите: «Здравствуйте, Иван Иванович, а я вот Вася», да? Он не убежит ведь, так? И он будет, ну, хоть какой-то диалог состоится, глаза в глаза будут, и это дорого стоит. Потом вы зайдете в кабинет уже в совершенно ином качестве. Ну и если это представитель какого-то финансового учреждения, донор, то же самое. Вот по опыту ВВФ мы хорошо знаем, что почему ВВФ так много привозит из разных стран Африки, в частности, вот на конференции сторон. Да? Потому что тот или иной там англосакс говорит: в стране Трататундия все воры. Не дам денег ни за что. Потом говорит: ну да, но я вот встречался тут с Ибрагимом, мы попили кофе. Он добрый и честный человек, вот ему я деньги дам. Если бы не попили кофе на конференции сторон, этого бы не произошло. Это просто вот конкретный опыт вот, ВВФ, да, то есть место встречи очень важное. Причем, ну, у людей самых разных уровней. Да. Ну, теперь немножко пройдусь по программе конференции, не как бы углубляясь. Ну, первое пленарное заседание было посвящено, оно было, как всегда, торжественное такое, там все 5 стран выступали, естественно, Кыргызстан онлайн, но это даже не так существенно. Вот Азамат Азатбекович, мне кажется, выступил вполне хорошо, совершенно достойно. Это как бы говорилось о том, о чем докладывают страны и как в РКИК ООН. Там есть довольно сложная система отчетности, так называемые двухгодичные доклады и прочее, ежегодная инвентаризация, выбросов, поглощения. Но они демонстрировали, все страны, что они достойно используют международную помощь и докладывают хорошо. И тут ключевое слово прозрачность или transparency. Потому что если что-то непрозрачно, мало кто с тобой будет работать. Известно даже, когда говоришь с каким-нибудь там донором, тот же ВВФ, он просит сказать иногда без записи там, а каковы теневые стороны, а какие иски вы можете написать в табличке, а какие вы просто мне сейчас расскажете, вы в табличку не напишите. Transparency – это очень важное дело. После перерыва продолжилось, как бы уже то же самое, но больше ориентированное на проблемы воды, так? И вел Владимир Гребнев, который, среди прочего, в данном случае подчеркивал, что вот 5 выступлений, 5 стран, но есть еще гражданское общество, есть еще и бизнес, между прочим, у которого тоже очень сильный голос. Представителей бизнеса там не было, что, на мой взгляд, вообще-то ошибка. Они там должны быть, потому что крупнейших компаний. Да. Понятно, что за них платить никто не будет. Да. И вот там бы было место и Росатому, например, с идеей атомной станции, и Росгидро. Вот я считаю, что если можно что-то советовать организатору, пригласите крупный бизнес. Они приедут за свои деньги. Им отель «Хьят» абсолютно по карману. Я имею в виду, кроме того крупного бизнеса, который есть в странах. Так? Вот. Ну и опять же, вот смотрю, панельные сессии, название опять то же самое. Программы по смягчению последствий изменения климата и адаптации. Даже РЭЦ и то голоса и не знает. Так. Ну, по смыслу-то все было хорошо, но не грамотный перевод. Да. Вот. Ну, дальше все распределились на 4 подсекции. И ну, я был в той секции, где взаимодействие вода, энергия, продовольствие в условиях изменения климата. Вот. И много говорилось и про Аральское море, и про там, энергоемкость, всяких насосных станций, всякие водные вещи. Я бы что тут мог сказать, что если раньше бы это было вода, энергия и как бы без тире, тут добавлено продовольствие, и это очень важный новый момент и действий РКИК ООН, и всех вообще международных действий. Продовольствие – это новое ключевое слово, и хорошо, что оно здесь звучало. Это сельское хозяйство, как оно ведется.
прежде всего. Ну и, как оказывается, помощь, естественно. Дальше была следующая параллельная сессия, там и ландшафт, и экономика замкнутого цикла, но, опять же, я был климатическая прозрачность, отчетность и верификация Центральной Азии. И здесь тоже очень важный момент, именно прозрачность. Лучше написать меньше, но понятно, да? Если есть какие-то сомнения так, так и так, это надо все выразить. То есть, чтобы не оставалось вакуума. Почему они, те или иная там страна или организация не делают? Это же так очевидно, делать вот так. Так? Но это совершенно не очевидно, может быть, даже, ну, даже в России, даже, может быть, мне непонятно совершенно. Вот это надо так или иначе. Конечно, надо найти слова очень часто, очень вежливые, очень корректные, но это необходимо, без этого никак. И, в общем, эта сессия показала, что люди, в общем-то, понимают, что прозрачность, без нее никак. Второй день. Второй день открылся большой панельной сессией на 2 часа, которую мне довелось модерировать. И сначала это была презентация выводов 6-го оценочного доклада одного из ведущих авторов, и работающую для швейцарской компании, сама из Индии. И вот тут я бы сказал, Рец повторил типичную ошибку. Нужно всеми силами приглашать того ведущего автора МГИИК, который Центральную Азию все-таки знает. То есть буквально заставить приехать из России. Единственный автор, кого я знаю, это... Ой, не могу сейчас вспомнить имя, он узбек, да, он, правда, больше работает за границей. Он там выступал онлайн, он не приехал. Но не на этой сессии. Что? Да. Ну, не смог приехать, если не может, вот нужно опыт заставить найти заранее, за полгода, того ведущего автора, по крайней мере, русскоязычного. Пусть он работает в Британской Колумбии или в Колумбийской Британии, неважно, да, он донесет вам. Оксана Липко была готова приехать, Оксана Николаевна, только говорит, мне надо это за 3-4 месяца, да. Она и сюда была готова приехать, подменить меня, только за 3-4 месяца, не раньше. Ведь она официально Академия наук, Институт глобального климата и экологии, Росгидромет, ей надо согласовать с председателем Росгидромета персонально приезд. Но это сделать надо, потому что это было откровенно неудачное выступление, ну, некое быстро-быстро на английском языке чего-то за 15 минут с очень сложными слайдами на английском языке, ну, она старалась, безусловно, и конечные слайды у нее были уже такие нацеленные на Центральную Азию, но люди уже устали от 15 минут этого перевода. Так что вот некий урок, что вот так делать не надо, надо потрудиться, но вот заставить какого-то ведущего автора приехать и говорить на более понятном языке, и главное, сфокусированно. Дальше были 3 очень толковых выступления от доноров, GIZ, ну это вы знаете, наверное, это из ФАО. ФАО, у них есть специальный субрегиональный офис в Стамбуле, и они хотят раскручивать эту активность, и это, наверное, то, что нужно и можно пользоваться. У них увеличивается финансирование, увеличиваются возможности, то есть это, обратите внимание, это относительно новые люди. И еще ICAT, инициатива по прозрачности действий в области изменения климата. Это тоже некая организация международной поддержки, она находится в Бонне. Она при секретаре конвенции, и Олег Булан, и вот это пример правильного. Пригласили человека, которым живет многие-многие годы, да и паспорт у него, наверное, только немецкий или какой-нибудь американский, так часто бывает, но он прекрасно, четко, конкретно и вот буквально по шажкам объяснил, так, мы новые здесь, идите к нам, мы идем к вам. Да, вот запомните, ICAT, I-C-A-T. Да, потому что вот это вот то вот зерна, изюмины из булки, да, я экстрагирую. Дальше было из РЭЦ презентация, что они делают, это очень хорошо, ну, это вы, наверное. А дальше вот хорошо от гражданского общества, что здесь выступала Светлана Могилюк из Павлодара, очень хорошо выступила, очень четко, подчеркивая, что роль гражданского общества важна. Поскольку модератор может делать, что хочет, да, то после я стоял и выступил, сказал, что без прозрачности, вы вчера это слышали, вы можете сделать прекрасный проект по статье там углерод 6.4 Парижского соглашения. Даже вы можете единицы эти углеродные получить. Можете. Верификатор.
Я еще скажу, да, но вы не найдете покупателя, если местное гражданское общество, не международное, местное, выступит против. Зачем идти на такой иск? Это будет рынок больше покупателя, а не продавца. Даже если снизите цену в 4 раза, не купят, потому что это иск. Потому что если гражданское общество местное, как угодно, даже через соцсети, через что, вот опыт работы ВВФ, я сказал, в частности в Африке, до этого огромные деньги уходили не туда и не сюда. Когда появились спутники и соцсети, все изменилось. Со спутника видно, ага, посадили лесополосу, действительно посадили. А из сетей известно, если положено из этого проекта купить 1 Мерседес для вождя, а купили 2, тут же по соцсетям, через Телеграм, Инстаграм, все что угодно, об этом узнает весь мир. Скрыть невозможно. И это кардинально изменит ситуацию. Это увеличило количество денег, а не уменьшило, прозрачность улучшилась. Вторая часть этой сессии была посвящена, сначала выступил директор ЭССА Зафар Махмудов о их роли организатора и объяснял, что очень важно, чтобы был павильон. Сказал, между прочим, очень важно, чтобы гражданское общество там участвовало, чтобы... Да. И дальше 29, 30, сколько угодно, да. Важно, чтобы вы были активны, а не просто вот там ходили и пили кофе, да. И что роль РЭЦ организовать. И в том числе найти деньги на организацию. Да, это важно. Дальше выступил я с той же презентацией, которая будет несколько позже. Дальше выступили всех 5 стран представителей. В общем, вполне так грамотно, хорошо. И посвящено это было как бы заявлению стран. Вот заявление стран, которое совместное заявление КОП-28, это очень странный, скажем так, продукт, что ли. Поскольку в ООНовской практике либо есть заявление одной страны, statement, с которым выступает тот или иной глава делегации, или министр, или даже президент, или там специальный посланник, неважно кто, высшее должностное лицо, которое там, он выступает с большой трибуны, это statement имеется. Если он там сказал что-то такое экстраординарное, это сразу знают. Да? Если обычно выступления такие проходные, ничего там не остается. Дальше есть группы стран. И кроме групп стран нет ничего. Просто так. И есть группа стран 77 Китая. Это, соответственно, сколько? 140, что ли, развивающихся стран. Когда-то было 77. Конечно, такая страна, как Китай или как Индия, еще выступают отдельно. Даже России иногда удается выступить отдельно, а иногда не дают слова. И не потому что, а потому что так было всегда. Это было и давно. Была Россия членом зонтичной группы. Вот от зонтичной группы выступаете, решите, кто от вас, Австралия, США или кто. И не будет США выступать отдельно, а от зонтичной группы составьте единое и выступите. Для стран Центральной Азии вот это заявление, это невозможно будет выступить, это не является официальной переговорной группой. И надо сказать, Зафар Махмудов это прекрасно понимает. Но это единственная площадка, платформа, как хотите назовите, чтобы хоть как-то консолидировать делегации, и чтобы они говорили что-то одно и то же. А что этим может быть одно и то же? Объединиться под единым зонтиком. А говорить надо то, что эти все страны уязвимые. Это далеко не всем очевидно. Здесь очевидно, а там в ООН не очевидно. И я покажу тут слайды, которые просто говорят, что это совсем не очевидно и неизвестно. Хотя это, конечно, так. Дальше, над чем объединиться? Вода. А вот вода тут такой парадокс. Проблема воды есть и в Африке, и в Индии, и в Южной Америке, и в Центральной Америке. Вода скажешь, ничего особенного и нет. Поэтому лучше тут и продвигалась идея, не только мной, конечно, ледники. Это будет что-то новое. Более того, ледники – это прямая потеря, которую невозможно не потерять. Вы что с этим можете сделать? Как вы можете сделать так, чтобы он не сокращался? Не можете. Это как житель малого острова, он ничего не может сделать с подъемом уровня океана. Ничего не может сделать. И ущерб неизбежен. Вопрос в том, как уменьшить ущерб. Это другое дело. Но потеря и ущерб – это аббревиатура. Это то,
что нельзя как бы адаптироваться полностью. Если пастбище деградирует, можно сделать так, что оно почти не будет деградировать. Так? То есть как бы адаптироваться по полной. А тут адаптироваться по полной в принципе нельзя. А главная тема следующей конференции будет финансирование именно вот этого словосочетания «потеря и ущерб». Поэтому это бы заявление бы хорошо, что выводило именно на это и хотя бы объединяло. Хотя понятно, что его как бы юридическая роль никакая. И оно не прозвучит там, но хотя бы объединит. Но те, кто его продвигает, это понимают. Дальше была параллельная сессия «Здоровье и климатическая устойчивость». И там я представлял Глоссарий и вел Владимир Гребнев опять. Я бы отметил прекрасное выступление от Таджикистана Ю.С. Качилова, наверное, вы знаете. Он собрал огромный массив информации, простейших проектов и бросил. И сейчас он начинает проект в Тигровой Балке. Проект как бы связан, заголовок, биоразнообразие и сохранение птиц, сохранение дрофы. Но это не кормить ее семечками, а это снабдить людей, проживающих вокруг и даже научить их использоваться другими печками, более экономными по дровам, чтобы они не вырубали и не собирали излишние дрова, птиц и не пугали, птиц было больше для гнездования, но, как он честно говорит, дрофа – это как у вас тигр у ВВФ. То ли она этого боится, то ли не боится, непонятно. В любом случае будет лучше, если люди будут не собирать дрова варварски, поскольку им нечем топить, да, а будут относиться экономно. Так, в любом случае печки – добро. То есть это означает такое построение проекта, даже если вишенка на торте – это дрова, так, то даже если вы не пройдете дальше базового уровня, но люди освоят тельные кишлаки, не все, да, но освоят эти печки, уже благо. Это очень такой наглядный пример. Ну и было очень хорошее выступление Ильгиза Камбарова. Он молодец, он очень хорошо рассказал. То есть вот это были, я бы сказал, такие два выступления Ильгиза и Юрия, когда люди видели практику. Я-то просто показал такую, а к практике сюда, потому что сейчас я вам про Глоссарий. Так? Вот. Ну и заключительная была панельная сессия, это климатическое финансирование. Тут опять хорошо выступил Ильгиз Камбаров, сказал, что, в общем-то, как что работает. Выступления были и стран, и Всемирного банка, и ОФСИ, и ГЭФ. Но, собственно говоря, ничего нового они не сказали. Но они произносили ключевые слова. И эти ключевые слова – food, продовольствие, nature-based solution, то есть решения, связанные с природой, это vulnerability, уязвимость и потеря и ущерб. На этом, наверное, я этот очень краткий обзор завершу. Может быть, вопросы, комментарии, да? Или Зоя, может быть, что-то, да. Может быть, Зоя дополнит, к сожалению, стороны. Так что Зоя тоже ничего добавить абсолютно. Но если вспомнишь, что, пожалуйста, может. Мы специально хотели сэкономить время на это и бросить чуть больше время там, где после Глоссария я бы рассказал вопросы, которые СМИ задавали. А сейчас, да, вопросы. Да, конечно, вопросы. Немного, что я, например, кроме всего того, что Алексей Олегович добавил, кроме этого были еще некоторые такие полезные практические моменты, потому что была, например, презентация от Всемирного банка, которые презентовали новую платформу, на которой можно скачать данные в картированном виде и в формате чисел по land use, да, по использованию земель. То есть этот проект реализован для всей Центральной Азии, то есть даже по Кыргызстану вы можете увидеть, какие где культуры выращиваются, то есть какая там деградация земель. На мой взгляд, это очень полезный продукт для нашей страны по причине того, что у нас не очень-то хорошо со статистикой национальной. Поэтому для меня это был очень такой очень, да, полезный, то, что я сейчас вспомнила. Ну, ты напишешь, да? Хорошо, да. Я, возможно, прослушала, но хотелось бы знать основной результат этой конференции. Может быть, какая-то была резолюция принята, может быть, еще какое-то решение, или это была просто такая информационная встреча экспертная. Какая цель была важная?
не ставилась задача, включим, да, не ставилась задача что-то ишить. Это было просто невозможно. Не ставилась задача какой-то громкой резолюции. Это тоже было слишком сложно, да и не нужно. Вот. Ставилось 3 задачи. Информационная, чтобы лучше люди поняли вообще, как устроен мир, извините, да. Ну, конечно, это прежде всего хорошо сработало для Таджикистана, потому что там они пришли просто, и все. Вот. Это первая была задача. Вторая — подготовка к следующей конференции. Потому что так или иначе, Арктик ООН, даже если само оно денег не дает, назовем, но оно определяет ключевые слова. А дальше вы должны по этим ключевым словам взаимодействовать с любой организацией, международной, так или национальной, там, немецкой, японской, китайской, какой угодно. И, конечно, место встречи. Ну, это и есть, это то же самое, то есть возможность поговорить с теми, у вас нет возможности поговорить, даже если вы находитесь в одном городе. Нет, и все. Потому что его или ее секретарь говорит, что ужасно занята. Вечно. Алексей Олегович, вы упомянули про совместные заявления стран Центральной Азии, да, по вопросам, вы упоминали вода, Nexus, Food, Energy и что там было еще? И, то есть это заявление, вы сказали, что его невозможно, да, представить на Эркике, на конференции сторон. Тогда к чему было вообще это обсуждение и к чему пришли все страны в рамках этого совместного заявления? Значит, начну с конца. Ни к чему не пришли, кроме того, что понимают, что совместное заявление нужно. То есть симбиоз и взаимопомощь нужна во взаимодействии с мировым сообществом. Представить его, если оно будет представлено просто на неком семинаре, вот примерно как здесь, но это, то есть высокой трибуны это не будет представлено и вряд ли получит интересы со стороны СМИ, но хотя бы работа над этим заявлением как-то объединит делегации. А если еще у РЭЦ получится сделать единый павильон, вот в прошлый раз был павильон Казахстана, отдельно павильон там, Таджикистан, водные программы, там как-то так, да. А вот единый павильон, конечно, в идеале 5 павильонов рядом стоящих, это нереально, да. Единый павильон, это было бы плюсом, потому что, страны не очень хорошо, весь мир не очень хорошо знают эти 5 стран, да. Поэтому любое совместное – это благо. К чему-то придут государственные лица, к какому-то совместному заявлению, достаточно обтекаемому. Хорошо бы, чтобы там вопрос ледники, ключевое слово, тоже бы стоял. Очевидно, что вода там будет. Я забыл сказать об одной вещи важной, что и КН, и вот Светлана Могиленко говорила, что будет заявление неправительственных организаций 5 стран на КОП. А вот это совсем другой зверь. Во-первых, он гораздо более зубастый. Если тут будут все зубы спилены, так, то тут, наоборот, он будет саблезубый. Да? И он, безусловно, будет интересен СМИ, безусловно, есть площадка человеку продвигать через СМИ, через гражданское общество. То есть это заявление неправительственных организаций и заявление стран – это абсолютно просто разные по жанру вещи. Поэтому в заявлении неправительственных организаций 5 стран оно наверняка будет, оно должно быть такое... вежливое, но зубастое, и оно точно нужно, оно работает. Здравствуйте еще раз, Алексей Олегович. Вот вчера, смотря на ваши труды, и посмотрел несколько интервью, и в одном из интервью вы сказали, что глобальное потепление будет, но к коллапсу цивилизации не приведет. А вот теперь хотелось бы узнать от ваших уст, что вы имели в виду под коллапсом цивилизации. Спасибо. Я дальше буду об этом так или иначе говорить. Под коллапсом я имею в виду прямую гибель людей. Гибель. То есть если люди из острова какого-то вынуждены переехать куда-то там, да, они, может быть, в пригородах Мельбурна будут жить довольно богато, но они привыкли жить на чудесном острове с пальмами в океане. Но это не коллапс, это миграция. И переезд людей в худшем случае, в худшем варианте, может достигнуть 30% населения Земли или 3 миллиарда в конце века. Это худший вариант развития событий. Представляете, как это тяжело, да? Но это не коллапс.
имеется в виду, вы еще употребляли данный термин в контексте, когда упоминали проблемы с Арктикой связанные. Вы сказали, что, возможно, уровень воды в океане поднимется, но это... Нет, да-да. Возможно, уровень воды в океане поднимется, но к коллапсу не придет. И вот тогда я задумался, и вот как раз таки сегодня задал вопрос. Ну, в принципе, я услышал от вас ответ. Спасибо. Спасибо. Спасибо, коллеги. У меня, Алексей Олегович, вопрос. Ну, как вы знаете, вот перед КОП-27 у нас такая новость в стране была по поводу того, что Кыргызстан стал стороной Climate Vulnerable Forum. Да? То есть это такое объединение группы стран. И вот, собственно, хотелось бы понять, а что это такое для нас, для Кыргызстана, что мы стали стороной Climate Vulnerable Forum, и как нам, собственно, с этим теперь жить? Да, и я вспомнил еще один вопрос, который к этому примыкает. Значит, то есть это объединение где-то 50 стран, которые подчеркивают свою особую уязвимость. Эти страны, поэтому есть и другие группы, например, есть Least Developed Countries, наименее развитые страны по шкале Всемирного банка, самые бедные. Слава богу, ни одна из 5 стран к ним не принадлежит. Так, есть там объединение малых островных государств, причем есть всех, а есть только тех, которые развивающиеся страны, то есть Сингапура там не будет. Так? Они образуют переговорные группы. Еще одна переговорная группа образовалась, вот этот форум. Ей всегда дают слово и не могут не дать слова. То есть, с одной стороны, это некая потенциальная площадка, чтобы доносить свой голос, но лишь потенциальная. Потому что, честно говоря, те, кто ее организовывал, это малые островные государства Южной Америки, Перу в частности, они там, грубо говоря, захватили все посты. Так? Поэтому сейчас Кыргызстану пробиться своим голосом, а там что означает? Что ты от всех говоришь, от 50 стран, Кыргызстан от имени 50 стран, так, не пробиться. Вот когда будет 5 стран, в будущем, я думаю, будет, и когда единым фронтом сказать, мы должны сказать про ледники и кто-то из нас, то, конечно, какое-нибудь там каждое 4-е выступление или каждое 5-е от форума будет их, там, та или иная страна. Но это будущее. Сейчас к этому надо подходить. Денег это не дает, но это лейбл некий. Я цивилизованный, я понимаю проблему, и я настаиваю на своей высокой уязвимости. То есть это некий, вот когда в России были дебаты, зачем нам Парижское соглашение ратифицировать, так, главный аргумент, надо показать свою цивилизованность, что мы не дикари какие-то странные скептики, а мы это понимаем. Да, мы ничего не получим, денег ноль, это очевидно было. Это было очевидно еще в 2015-2016 году. Обязательно надо. Это вот как когда-то давным-давно комсомольский значок. Нет, это плохой пример, наверное, но то есть это обязательно нужно, да. Я думаю, это поймут. Сейчас глаза у многих государственных людей, не только государств, так замылены деньгами, скажем так. Что даст в деньгах форум? Ничего, да. А он косвенно даст. Да? И смежный вопрос, была некая инициатива Евразиатского экономического сообщества сделать что-то совместное. Надо сказать, это инициатива Министерства экономики Максима Решетникова, министра экономического развития и торговли. И инициатива такая довольно странная. То есть в России есть система, вроде она начала, даже 2 проекта подтвердили свои единицы, и даже единицы куплены в стране, естественно. Но совершенно понятно, что это сугубо внутренняя система, и за пределы данной страны эти единицы мало могут выходить. Это очень сложно, чтобы эти единицы вышли, этот, так сказать, микрорынок как бы развивался. И возникла вполне логичная, с одной стороны, идея, что давайте вот мы плюсуем еще страны, соответственно, Казахстан, Кыргызстан, Армению, да, Беларусь, и как-то будем вместе. Но спрашивается, зачем? Ведь что такое система торговли, система проектов? Вот образное выражение – это дать возможность бизнесу несколько полегче выполнять требования по снижению выбросов.
То есть, как один мой коллега Михаил Никитич Юлкин сказал, это клапан для котла. Но если в котле нет давления, нет жестких требований к бизнесу снижать выбросы, зачем нужен клапан? Только для каких-то рекламных целей. Ну, publicity, например. Да? То есть зачем единицы покупать? Зачем разрешено? Почему называется механизмы гибкости, вот, кстати, глоссарий? Да? Это дать бизнесу гибкость. Не то, что вам приказано с послезавтрашнего дня не сжигать уголь, а вы можете гибко к этому подойти, купить единицы то-то. Но раз нет давления в котле, клапан не нужен. То есть я думаю, что эта инициатива пока мертворожденная. Она не нужна. Хотя ничего плохого в этом нет, но и пользы тоже как бы тоже. Спасибо. Спасибо большое. Так, есть еще какие-то вопросы, может быть, комментарии, или мы можем переходить к следующему шагу? Как у вас ощущения? Переходить, да, наверное? Угу. Хорошо. Единственное, забегая вперед, пока Алексею Олеговичу дадим выдохнуть, да, я хочу сказать, что этот глоссарий вы можете скачать, да, вы можете скачать в телеграм-канале Биома. Сейчас постепенно, пока Алексей Олегович... Да, онлайн-руку. Сейчас я договорю про глоссарий, и тогда мы дадим возможность участникам из онлайн сказать что-то, да, потому что, видимо, там есть тоже вопрос. Но я потихонечку напишу телеграм-канал Биома, и мы сможем, мы туда скинули глоссарий, вы сможете там его скачать. Вот это только как бы в контексте электронной и ВВФ. Да, он еще есть на сайте Центральноазиатской программы ВВФ, тут у меня был, www.centralasia.kz. Да, я тоже сейчас напишу. И там это там сначала вывесили, но огромный под 60 мегабайт, это совершенно не нужно. Я надеюсь, уже переделали под 16 мегабайт, и я 16 мегабайт вот час назад послал Алле, Анне. Да, и я сейчас... Ну, 16 можно послать по электронной почте, а 55, что ли, невозможно. Ну и у нас Гульджан, она хочет задать вопрос. Гульджан, мы тебя видим и сейчас, надеюсь, услышим. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Большое спасибо за такую встречу. На самом деле, я с господином Кокориным еще познакомилась в далеком 2009 году, когда была первая такая встреча по вопросам изменения климата. Тогда я еще работала, начинала в ГАО СЛХ, к сожалению, которого уже нету, да. На самом деле у меня такой вопрос. Как вы считаете, вот все-таки вот такого рода конференции, они все-таки приносят ли действительно такой вот положительный результат, и как он сказывается все-таки на наших отношениях именно в трансграничном сотрудничестве, и какие у нас, возможно, пути, да, развития именно в климатической дипломатии, я бы так сказала. И вот вы уже озвучили, да, что вот по воде было очень много сказано, да, было ли сказано все-таки о сотрудничестве в трансграничном контексте? Вот этот вопрос очень интересует. Спасибо большое. Спасибо. Да, было сказано и много говорилось, в том числе на самой первой панельной сессии. Просто я плохо владею этим проектом. Были презентации, где вот все договора перечислены, и все договора обсуждались о трансграничном. Флажками было показано вот эта проблема воды, какие страны охватывают, какие. То есть, ну и просто РЭЦ обещал все выложить на сайт, но там надо смотреть. Я не столь внимательно смотрел, чтобы мог повторить. Да, обсуждалось достаточно серьезно, но скорее больше, приходить к каким-то решениям там не предполагалось, но обсуждалось. Просто так, если я правильно понимаю, была площадка для обсуждений, которая, конечно, никаким таким вот, так скажем, touchable, да, ощутимым результатом, каких-то письменным договоренностям не привели, да? Ну, вы знаете, чтобы достичь письменной договоренности в какой-то момент, до этого, наверное, надо несколько лет достигать устной или не достигать, а потом достигать устной. Поэтому, Хорошо, а можно еще такой вопрос все-таки, вот вы уже затронули тему, да, предстоящей встречи по климатических сторон,
Вот опять мы говорили о павильоне. Получается, у нас активно выступает таджикская сторона через РЭЦа, да, и вот казахский павильон, да. Есть ли такая вот, Ань, может быть, вы уже, да, какие-то уже есть разговоры или какие-то уже дискуссии по поводу все-таки, может быть, единой такой центральноазиатской площадки, да? Конечно, РЭЦ об этом и говорил, и очень, так сказать, настойчиво, что будет лучше, если это будет единый павильон 5 стран. Ну, там всякая и дипломатия, и деньги, и как и что. Конечно, это будет лучше, безусловно. И, конечно, Зафар, и не только Зафар, об этом говорили. Но, конечно, публично на, так сказать, на конференцию ни один из государственных людей ему не ответит. Да? Поэтому все говорили, что да, мир и дружба всегда очень хорошо. Но там наверняка были какие-то внутренние обсуждения, но они не выплескивались на поверхность.